Золу стала всенародной. Всенародной в том смысле, когда мы начали этот проект, мы начали раскачивать эту тему через соцсети, через Инстаграм, и это было в режиме реалити-шоу. В течение года, когда мы снимали это кино со всеми грехами, со всеми нашими ошибками, за этим следила почти вся республика, и это было такое реалити-шоу в конечном итоге, которое вылилось в кино. И это имело дополнительный успех. По моему мнению, если говорить о Ингушетии, о моей родине, то это огромный пласт исторического материала, огромный пласт истории и огромный пласт, на самом деле, культурных каких-то вещей, которые можно освещать. Нужно обучать нашу молодежь, но нашу молодежь нужно обучать. Почему кино? Потому что кино — это десятки разных отраслей. То есть помимо технических специалистов, это и музыка, это и актерское мастерство и так далее, и так далее. Поэтому для того, чтобы завлекать туда молодежь в эти проекты, нужны какие-то такие проекты, которые будут эту молодежь мотивировать участвовать в этих проектах. Вот когда мы снимали свое первое кино, мы просто кинули клич: ребята, все, кто может, приезжайте. У нас в горах собралось десятки молодых людей, которым просто было интересно посмотреть, как на самом деле снимается настоящее кино. Поэтому, как в той притче, когда подошли на стройку одного храма и спросили: ты что здесь делаешь? Он говорит: я камни таскаю. А второй говорит: а ты что здесь делаешь? Он говорит: я храм строю. Вот. Тот, кто строит храм, имеется в виду, он более мотивирован, и поэтому молодежь нужно выражать чем-то большим и масштабным, потому что ингуш, на самом деле, это верный друг и воин, если ты дашь ему возможность участвовать в этой победе.